вечер, дорогие телезрители! Мы рады вас приветствовать на нашем проекте «Танцуй». И сегодня с вами на телеканале Якутия-24 незабываемая Ольга Климова и великолепный Максим Эверстав. В этот день мы поздравляем всех мужчин с Днем Защитника Отечества. Будьте смелыми, сильными, креативными, как наши участники. А вот и они. Встречаем пара под номером 1 Айталина Яковлева и Альберт Никитин. Пара под номером 2 Ирина Рассейкина и Афанасий Калачев. Пара под номером 3 Дмитрий Шаталов и Люана. Четвертая пара Алексей Баев и Анжелика Данилова. Пара под номером 5 Рональд Амока и Розалия Волкова. Желаем нашим участникам удачи сегодня в эфире. И мы напоминаем, что в прошлом выпуске наш проект покинули Вероника Тамтосова и Вячеслав Ефимов. Дорогие друзья, давайте же мы вспомним их выступление. 애긴 그 다리 절로 너분이 Вот такая отличная пара покинула наш проект, но это все-таки такой сомнительный и очень сложный момент, когда мы не знаем, какая пара пройдет дальше, все волнуются, сомневаются. И по правилам конкурса каждый раз одна пара покидает наше шоу. И именно вы, наши дорогие телезрители, можете спасти понравившуюся вам пару. Как это сделать? А сделать это очень просто путем голосования. Отправляйте СМС на номер 5533, слово «Танцуй», пробел и номер вашей любимой пары. Во время исполнения танца вам дается 3 минуты, чтобы поддержать своих фаворитов. Сегодня очередной конкурсный тур, и тема его – сюжетные танцы. Дорогие друзья, пока наши пары готовятся представить свои лучшие конкурсные номера, наших участников и зрителей поздравит Ева Шакар и национальный ансамбль танца «Гулур», художественный руководитель, заслуженный работник культуры России Любовь Никитина. Встречаем!
Еще раз аплодисменты Еве Шакар и ансамблю «Гулун». Ребята, хочется сказать, что каждый раз, когда я вижу такие танцы, я думаю, что я занимаюсь не тем, и мне действительно стоит стать уже танцором, пусть даже и бродячим. Я бы поставил им 10 баллов. Раз уж мы заговорили о баллах, самое время представить наше профессиональное жюри. Встречаем Аина Герасимова, отличник культуры Республики Саха-Якутия, председатель жюри. Владимир Кропотов, актер Государственного академического русского драматического театра имени Александра Сергеевича Пушкина. Анастасия Сидорова, отличник культуры и профессионального образования Республики Саха-Якутия, член Международного союза хореографов, доцент Арктического государственного института культуры и искусства. Павел Необутов, заслуженный артист Республики Саха-Якутия, артист балета Государственного театра оперы и балета имени Саурона Малона. Ну что, дорогие наши друзья, дорогие наши телезрители, мы желаем вам, чтобы вы открыли свои сердца. Дайте танцу войти в ваши сердца, позвольте себе прожить каждую историю вместе с нашими артистами-танцорами. Ведь мы здесь именно ради этого, чтобы через танец почувствовать, что такое быть человеком, что такое самый настоящий танец. Сегодня нашу конкурсную программу открывает пара Айталина Яковлева и Альберт Никитин. Дорогие телезрители, для того, чтобы поддержать нашу пару, отправьте СМС «Танцуй, пробел 1» на короткий номер 5533. Здравствуйте, меня зовут Айталина Яковлева, мне 35 лет, я фитнес-тренер и выступающая спортсменка. Проект «Танцуй» – это для меня не просто соревнование или шоу, это возможность поделиться своей любовью к танцам с миром. Участие в этом проекте – это шанс познакомиться с новыми людьми, обменяться идеями и вдохновиться. Меня зовут Никитин Альберт, мне 30 лет. В телепроекте «Танцуй» я уже пришел участвовать 3-й год подряд. В этом году мне попалась очень хорошая партнерша Айталина Яковлева, фитнес-тренер. Мы сразу же нашли общий язык, начали подготовку, усердно трудимся. Надеюсь в этом году на победу. Всем остальным участникам желаю успехов. Пусть победит сильнейший.
приветственным танцем под названием «Адам и Ева» выступила наша пара под номером 1. Ну, хотелось бы услышать комментарии жюри. Начнем с вас. Аина. Всех военнообязанных, всю сильную половину человечества поздравляю с 23 февраля. Желаю счастья, здоровья, любви. Уважайте, берегите, защищайте Родину и нас. По поводу первой пары, что я хочу сказать. Альберт и Айталина. Адам и Ева. Сотворение мира. Прекрасный номер, шикарный номер, очень нежный номер, продуманный до каждой мелочи номер. Я вот каждый раз говорю, мне очень нравится смотреть, как Альберт танцует. И я до сих пор не могу поверить, что Альберт начал танцевать танцами только в 10 классе. Настолько он пластичный, настолько у него форма физическая классная. Просто одно удовольствие смотреть, Альберт, на тебя и на твои постановки. Айталина, в этом номере ты была просто настоящей Евой. Прочувствовала каждое движение, поставленное Альбертом. У вас здесь настолько пластичный и гармоничный номер, что прям вы соединяетесь из движения в движение. Настолько это вот, гармонично и стильно смотрится. Шикарные поддержки. Мне даже вот показалось, что большинство номера состоит из сложных, очень круговых поддержек. Немножко было как-то так боязно за технический момент, чтобы вы друг друга не... То есть Альберт не повредил свою спину. Вот, вы справились с этой задачей просто идеально. Костюмы шикарные. И настолько аппетитное яблоко было, что прям хотелось надкусить его. Спасибо вам большое. Мне очень-очень понравился этот номер. Спасибо огромное, Аине. Давайте послушаем, что же скажет Владимир. Ну, что тут сказать? Мы тут перед началом немножко дискутировали по поводу возможности, невозможности сразу выставлять максимальные баллы. Разошлись немножко во мнениях, но сейчас не до оценок. Я сейчас к этому номеру, у меня только один вопрос к Айталине. Как она для себя, как артистка, оправдывала то, что она потянулась к этому яблоку? Ведь у нее есть такой прекрасный Адам. Прекрасный номер, я в восторге. Спасибо. Спасибо огромное. Давайте послушаем, что расскажет Анастасия. Ну, всем добрый вечер, также всех с праздником. По поводу номера, да, не буду повторяться, как сказала Аина, просто шикарный номер. Какие большие поддержки были огромные, да. Я еще выделила для себя то, что вы сделали, поработали с несколькими уровнями, да, средний, высокий уровень. По пространству не было ощущения, что вам не хватает пространства. Наоборот, вы допивали все, и это было очень красиво. Спасибо вам за номер. Спасибо вам огромное. Давайте послушаем комментарии Павла. Всем добрый день, здравствуйте. Что хотела сказать? Мне тоже очень понравился номер. Мне больше всего понравилось то, что одно движение вытекало из другого. Не было такого ощущения, что вот они подбирают друг другу, хорошо взаимодействуют друг к другу. Все так вытекает из одного в другое. Это говорит о профессионализме. Еще мне очень понравилась хореография. Хорошие задумки, хорошие вот идеи, постановка. Немного мне, как артисту балета, как профессионалу, не хватило академичности линий, наверное. Но я пропущу этот момент, потому что меня всецело поглотила хореография, я и наслаждался, и вникал в сюжет. И мне очень-очень понравилось. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Вот такие замечательные комментарии и советы дали наши члены жюри. Но сейчас давайте проводим эту очаровательную пару к нашему Максиму, который уже их заждался. Алина, проходите сюда. Восхитительный был танец. У вас здесь группа поддержки. Сейчас мы узнаем, что они подумают, что они скажут о вашем танце. Игорь Николаенков, коллега Айталины. Игорь, к вам вопрос. Айталина так ходит на работе? Нет, она ходит не на отвлекает? работу. Ну, иногда, конечно, заглядываются клиенты, но есть на что посмотреть. В работе
Так же ли она пластична? Видно ли, что она стала участвовать в этом проекте и больше танцует? Айталина, она на самом деле гораздо больше стала репетировать, потому что Задерживается каждую минуту свободную она репетирует. И каждый вечер я уходил из зала в 11 часов, они репетировали. А оказалось, что они до часа ночи репетировали последний раз. Полностью отдаются проекту. Конечно. Но вы ее поддерживаете в этом. Полностью. Спасибо. Наталья и Валерий Сарай. Наталья, к вам вопрос. У меня здесь подсказка, что вы начальник Айталины. Да. Вы готовы ей выписать премию, чтобы она теплую одежду могла себе купить наконец и ходить в этом? Ну, Айталина вообще лидер на работе по всем параметрам, поэтому она у нас регулярный и первый претендент в списке на премии, да, вот, и, конечно, этот проект однозначно будет у нее, мы верим в нее, потому что она чемпион, и я думаю, что вместе с Альбертом они идеально совпали, и они будут первым, мы за первое место Еще болеем, одна да, причина еще, победить да, Айталина. первая, ну, премия однозначно. Отлично, отлично. Поддержим эту инициативу. Валерий, у меня здесь подсказка, что вы большой поклонник Айталины. Да, конечно. Вы волнуетесь, вы думаете, что эта пара прорвется и победит? Ну, учитывая, как они многогранны, как они в любой ипостаси чувствуют себя хорошо, сегодня я в этом убедился в натуре, в этой студии, о том, что даже будучи полностью обнаженными, они могут захватить без всяких нарядов, без украшений, без какого-то сложного грима и так далее, уже достаточно, то есть настолько красивы, настолько неповторимы, настолько талантливы. Ну, я в этом даже и не сомневался. Я сейчас еще раз просто убедился, без всякой шелухи, рассматривая Айталину, это было прекрасно. Я думаю, что наши телезрители с вами согласны. Конечно же, я поворачиваюсь к нашим участникам. Прекрасный танец. Я напомню, что Альберт является участником и предыдущих сезонов. Он практически амбассадор проекта «Танцуй». Я думаю, вот сейчас можно его вот так фотографировать и практически печатать на пачках молока, на всем. Альберт, вперед! Вопрос такой. Как этот сюжет пришел к вам? Как вы поняли, что вот библейский мотив древний с этим яблоком можно обыграть таким образом? И сложно ли было это репетировать? Ну, как проект начался, я сразу подумал наперед, в какие направления мы что будем танцевать. И, ну и яблоко Айталина, было. Да, нет, Айталина, она же фитнес-тренер, хорошее телосложение, и ну, грех было бы не показать такое тело. Я думаю, ты скромничаешь, хорошее телосложение и твое подчеркнуть члены жюри. Ну, готовиться, да, сложновато было. Самое сложное было подбор музыки. Мы начали ставить танец, но музыку нашли только в среду, получается. Ну, танец уже... Неожиданно мы узнали, что вот сейчас, да, обратную сторону подготовки к танцу. Самое сложное было подобрать музыку, да, и яблоко. Да, яблоко сложно было. Айталина, вопрос к вам. Такая группа поддержки у тебя. Как ты думаешь, вот если ты выигрываешь в проекте, выиграешь, не выиграешь, они продолжат тебя поддерживать, и, может быть, ты смотивируешь их всех записаться в танцы? Да, я уверена, что у меня всегда мои любимые коллеги, мой любимый директор поддержит. Вот, и надеюсь, Наталья тоже когда-нибудь согласится все-таки поучаствовать Следующие в таком участники проекте. 4-го сезона проекта «Танцуй». Да-да-да, встречайте, Наталья Сарай. Есть что добавить по сложности танца после Альберта? Мы, на самом деле, доставили танец только позавчера. Вот, было очень сложно. Вот буквально до сегодняшнего дня я не знала танца. Вот. Но так и не скажешь, и ощущение, что Альберт передал тебе, видимо, знания танца. Да, Альберт очень хороший напарник, он меня прям вел. Но я думаю, что мы желаем этой паре удачи, мы увидели ее потенциал, очередной раз поддержим их. Вот. А я передаю слово далее Оле. Спасибо, Максим. Ну а сейчас мы узнаем оценки, которые поставили члены жюри. Начнем с Анастасии. 10 баллов. У-у-у! Владимир. Ох, не просто остальным парам будет. 10 баллов, замечательно. Павел, прошу. Тоже у нас 10 баллов. И узнаем, какую же оценку нам поставит Аина, и тоже 10. Замечательно, у нас общий балл
40. Вот такая вот замечательная у нас пара. Ну что ж, дорогие друзья, мы напоминаем вам, что нашим партнером является Капитал медицинское страхование. Ведь здоровье – это самый бесценный ресурс, это основа полноценной счастливой жизни. Полис ОМС – это бесплатная медицинская помощь по всей Российской Федерации. Спокойствие за будущее, доступность. Оформить полис ОМС просто и абсолютно бесплатно. Достигайте, дорогие друзья, своих целей, исполняйте все свои мечты, наслаждайтесь каждым моментом вместе с полисом ОМС от Капитал медицинское страхование. Ну а оформить вы можете в городе Якутске по адресу улица Курашова, дом 22. Дорогие друзья, ну а сейчас я хочу представить вам следующую пару под номером 2. Встречаем Ирина Рассейкина и Афанасий Калачев. Ну а танец, который они вам сегодня покажут, называется «Валенки». Здравствуйте, меня зовут Ирина Рассейкина, мне 45 лет. Я работаю замдиректором, у нас сеть гостиниц в городе Якутске. Танцами я занималась с детства. Я танцевала русские народные танцы, потом я танцевала в сюрпризе. Уже во взрослом возрасте я танцевала бачату у Леси, ходила года 2 назад. В проект «Танцуй» я пришла, я посмотрела 2-й сезон, и мне очень захотелось тоже поучаствовать. Мой партнер, хореограф Афанасий, мы очень быстро нашли общий язык. Вместе все мы с ним обсуждаем это, костюмы, музыку. То есть вот у нас прямо как пара. Я, конечно, как все, я ожидаю победы. Будем стараться. Ну и всем участникам я желаю тоже победы. Меня зовут Афанасий Калачев. Я работаю как хореограф-постановщик, являюсь руководителем ансамбля «Созвездие» при Совете МВД города Якутска. Но я очень люблю с детства танцевать. Так, в данное время сейчас тоже также работаю различными эпизодами, этюдами работаю. Вот на проекте я пришел, чтобы, пришел себя показать, взять очень много опытов. На проекте я танцую с Ириной. Ирина очень такая старательная, общительная. Мы с ним уже ставим танцы, вместе подбираем материалы различные. Сказать, очень интересно работать. Мне очень нравятся вот такие проекты, как «Танцуй», да? И мы стараемся все это показать нашим уважаемым телезрителям.
в роли рассказчиков. Ну а сейчас мы послушаем, что же скажут наши члены жюри. Такой замечательный, веселый, зажигательный танец валенки. Давайте послушаем, что же скажет Анастасия. Прошу. Да, действительно, очень такой веселый, задорный, да. Еще и с сюжетом со своим номер получился. Неожиданно было, конечно, что вы надели валенки на руки. Вот. Сидела, гадала, чем же все-таки номер закончится. Ну, для меня концовка была неожиданная, да, к примеру. Вот. Ну, желаю удачи вам. Спасибо огромное, Анастасия. Давайте послушаем, что скажет Владимир. Да, интересная концовка. Закончилось все миром. Альфонс Афанасий отработал валенки, но оставил все в семье. Спасибо, это было очень весело, очень много юмора в этом и много жизни, самое главное. Спасибо вам за это. Действительно, очень веселый юморной танец. А что расскажет наш Павел? Да, что мне хотелось бы сказать? Мне очень понравилось то, что в нем есть вот действительно вот эта жизнь, да, вот эта веселая улыбка, которая отвлекает от всего плохого. Что касаемо танца, ну, немножечко как-то вот не хватило мне, наверное, какой-то лексики, каких-то хореографических рисунков, вот, если уж так вот докапываться, да. Если вот веревочка, попытка веревочки делать, мне понравилось, но если вот говорить профессиональным языком, веревочка должна делаться на согнутых ногах, а не на прямых. Ну, этот момент я тоже пропущу. Вот, поэтому мне очень понравилось. Спасибо большое. Мне кажется, даже как-то жюри так весело комментирует ваш танец. Им очень весело. Давайте послушаем Аину. Ирина и Афанасий, эта пара раз за неделями показывает всегда очень свои такие... Пара сама по себе очень стильная и со своим таким определенным вкусом. Уже 4-ю неделю она показывает танец, между прочим, с сюжетом каждую неделю, что очень похвально. В этом номере валенки я увидела такой снежный вайб, такой немножко традиционной русской культуры, былин, басен, вот такой вот рассказ в шуточной форме. Мне сюжет танца очень понравился, костюмы прикольные. Ирина вся такая легкая, воздушная, парящая, летящая. Я даже не знаю, какие вам комплименты сегодня сказать, потому что вы мне очень нравитесь, как вы совершенствуетесь с каждым разом все лучше и лучше. Вот. Афанасий, как всегда, задорный, веселый, как он отыграл актерское мастерство, актерский этот номер, мне очень понравилось. Проснулся вроде бы медведь медведем, да, а тут ему подарили валенки, и он сразу вот расцвел, растанцевался. Мне понравился номер, молодцы. Спасибо большое нашим членам жюри за комментарии, оценочки чуть попозже, ну а сейчас мы вас направляем к Максиму. Прошу. Ирина, Афанасий, захватите валенки с собой, это было прекрасно. Я вижу большая группа поддержки сегодня у вас. Сначала, в первую очередь, хотелось бы, конечно, сказать, что у вас и в зале группа поддержки. Посмотрите, вот плакат есть. Я видел, как вас поддерживали. Вот. Также от себя хочу сказать, что я понял так, что вы прощаетесь с зимой. Действительно, у нас конец февраля, уже скоро весна, и вы решили таким веселым образом попрощаться с зимой, в таким костюмом, с валенками. Это было чудесно. Что об этом думают ваши друзья, ваши близкие, сейчас мы узнаем. У меня здесь Анастасия и Виктор Рассейкины, сестра и внук Ирины. Вопрос такой. Насколько Ирина стала более танцевальной? Вы как сестра, наверное, это замечаете, насколько она... Но мы сегодня заметили, что она с каждой передачей все больше улыбается. Я думаю, наши члены жюри тоже это отметят. Отдельные аплодисменты и улыбки Ирины. Афанасий на первой передаче сверкал, и мы не видели улыбки Ирины, но теперь мы это наблюдаем. Пожалуйста, Анастасия. Да, и Ирина стала... когда начала участвовать в проекте более пластичной, как бы до этого она тоже была пластичная, она с детства занимается танцами, как бы всегда танцевала, но после проекта, да, она приходит к нам домой в гости и сходу начинает танцевать. Ну, шутка, конечно. Вас не агитирует и говорит, давайте пойдем посидим. Ну, она, да, предлагала мне участвовать в следующем сезоне. Может быть, там она выступит уже хореографом? Да, возможно. Что думает об этом Виктор? Я думаю, что
улыбалась, очень красиво. Болеешь за бабушку? Да, очень. Волнуешься? Да. Выиграют, как они думаешь? Да, выиграет очень. Аплодисменты такой поддержки, отлично. Я думаю, что он предсказывает финал. Так, дальше у нас Наталья, Виктор и Эрхан Даниловы, друзья Афанасия. Наталья, насколько волнительно стоять здесь, смотреть их танец, насколько, как вы вообще узнали о том, что Афанасий попал в проект «Танцуй»? Что почувствовали? Очень волновались, когда узнали, что Афанасий будет участвовать в этом проекте. Но мы всегда надеялись, и мы всегда знали, что Афанасий будет замечательно здесь, в этом проекте смотреться, потому что он очень талантливый, многогранный человек. И танец мне этот очень понравился, очень веселый, задорный, как наш Афанасий и его прекрасная напарница Ирина. Отличные слова. Виктор? Вот как узнали мы, что Афанасий и Ирина участвуют в замечательном проекте «Танцуй», сразу решили всей семьей поддержать. Вот, Афанасий у нас, да, многогранный человек, не только там танцует, и снимается в кино, даже он логопед, да, логопед-дефектолог, поэтому очень сильно мы волнуемся и надеемся только на победу. Но я видел, как во время танца вы слегка притопывали, тоже волновались. Не без этого. Хорошо, поворачиваюсь к нашим участникам. Афанасий, во время этого танца я еще знал, что этот танец будет чуть ли не с первого эфира, когда вы выскочили, помните, в таком национальном тоже образе. Во время этого танца чем вы вдохновлялись? Как вот вы поняли, что вот этот танец зайдет? Смотрели ли вы на «Зиму» просто из окна или, может быть, какие-то советские экранизации? Да, ну, вот этот танец, когда я поставил, сначала я взял тематику «Зима». Да? Здравствуй, зимушка, зима. Да? До свидания. Было сначала. Ага. А потом я Масленицу вспомнил, да? А потом, почему бы не ставить валенки, да? Вот русскую народную валенки. И вот у меня вот получился вот такой танец валенки. Я думаю, многие зрители также задаются вопросом, если не секрет, где взяли валенки? Валенки. Это ваши? Да, это мои валенки. То есть прям рабочие, настоящие валенки. Да. Пригодились в танце. Отлично. Ирина, вопрос к вам. Понятно, вы до сих пор нас радуете своей улыбкой, все лучше улыбаетесь. Родные и близкие также говорят, что вы больше стали танцевать. Как вы думаете, в этом танце все ли вам удалось? Получилось ли раскрыть потенциал? Как оценит это жюри? Ну, все равно какие-то моменты были, что, жюри тоже это приметило. Ну, будем исправляться дальше, стараться тянуться выше. А мы будем ждать новых сюжетов и новых классных танцев. Поддержим участников. А теперь узнаем баллы. Оля, слово тебе. Спасибо, Максим. Ну что ж, подошло время у нас узнать оценки. Начнем с вас, Анастасия. Раскрытие образа. 9 баллов. Замечательно. А давайте посмотрим, какую же оценку поставит Павел. Тоже у нас 9 баллов. Владимир. Ну, действительно, есть куда расти. 9 баллов. И Аина. 10. Супер. Так, у нас общий балл 37. Дорогие друзья, давайте еще раз поаплодируем нашей замечательной паре. 37 баллов. Ну а мы переходим к следующему выступлению. Дорогие телезрители, не забываем голосовать. Отправляем смс с кодовым словом «Танцуй», пробел и номер вашей любимой пары. Дорогие друзья, встречаем пару под номером 3. Это у нас Дмитрий Шаталов и Люана. Бурные аплодисменты. Ну, а название танца я сообщу после того, как они станцуют. Всем привет, меня зовут Шаталов Дмитрий, я являюсь фитнес-тренером. В проект я попал очень случайно, хотел попасть на утро Якутии, провести там некий спортивный комплекс. В итоге меня пригласили на танцы, я очень удивился этому предложению, но решил попробовать, ведь в детстве меня хотели отдать на танцы, но в итоге меня отдали в спорт,
С тех пор я спортсмен, стал фитнес-тренером, но в танцах себя так и не попробовал. Тут выдалась такая возможность, решил ее не терять, так сказать, попробовать. Вот, спасибо большое моему хореографу. Из полного дерева она сделала гибкое дерево, как она меня называет. Так что желаю нам удачи. Встретимся в финале. Добрый день, меня зовут Иванова Люана, мне 33 года. Я преподаю в студии танца Якутиан Dance Center. Вообще я пришла сюда как ученица и вот начала преподавать. Сама я занимаюсь другим видом деятельности, это как мое хобби получается. И я работаю в медцентре, я врач-рентгенолог компьютерной томографии. У меня 3 детей. Вот, самому маленькому сейчас 2 года. И я решила участвовать в проекте «Танцуй». Участвую в проекте я впервые. Я не знаю, на что я иду, но я думаю, мы себя покажем. Хотим проявить себя, это большой опыт. Моим партнером по танцу является Дмитрий, он у нас фитнес-тренер. Никогда в жизни не танцевал, вот, но очень хорошо старается. У него очень большой потенциал, и я верю, что у него все получится. Вот такой вот у нас веселый зажигательный танец. Но сейчас я хочу сообщить название этого танца. Называется он «Укольчик». Ну, вы уже, наверное, поняли, да, почему он так интересно называется. Ну что ж, дорогие наши друзья, давайте мы перейдем к комментариям нашим членам жюри. Итак, начнем с вас. Давайте, Владимир. Большие парни всегда боятся больших иголок.
это страшное дело. Повеселили очень здорово. Где-то ко второй половине танца я подумал, с таким партнером, с таким сильным, крепким деревом и гибким, да, нельзя же поддержки-то не использовать. И тут как началась серия поддержек. Я такой, прям мысли прочитали. Здорово. Люана, как вы управляете своим партнером? Это нужно уметь. Дать всегда понять, что у нас тут дальше, и своим движением направить, всегда подсказать, и чтобы все получилось так, как получилось. Очень задорный номер с понятным сюжетом, который заканчивается самым закономерным образом. Спасибо вам. Спасибо огромное. Вижу этот атрибут, прям аж страшно становится. Ощущение, что в больнице нахожусь. Ну а сейчас давайте мы послушаем, что же скажет Павел. Мне тоже очень понравилось. Я к своему стыду, когда Люана достала укол, я почему-то подумал, это клизма сначала. Вот. Вот. Поэтому мне сразу, когда вот она достала укол, я сразу вызвала улыбку. И мне очень понравилось, что Дмитрий, я вот вам в прошлый раз уже говорил, что вот вы назвали себя деревом, а кривые поленья тоже горят. И я вот вижу, что кривое полено начинает гореть. Единственное, что вы немножечко выпадаете из момента, ну, надо быть в моменте, понимаете? Вы когда танцуете, не надо там, а что было дальше? А, вот это да. И вот правильно Владимир сказал, Люана руководит процессом, а я хочу, чтобы, ну, как партнер, вы вели уже этот номер. Я хочу, чтобы вы росли как партнер, поддержки замечательные. Надо брать инициативу уже на себя, начинать, ну, как бы думать о порядке наперед, чтобы вы смогли уже вести партнершу. А так ружье в конце выстрелило, все замечательно, молодцы. Спасибо огромное Павлу за комментарии. Давайте мы послушаем, что расскажет Анастасия. Ну, тоже очень такой веселый номер, да. Мне очень понравился образ Дмитрия, как он держался до конца, как он подправлял очки свои, боялся этого укольчика, да. Ну и видим мы уже здесь предметную хореографию, сюжетную, предметную, с раскрытием образа также. Было весело, да. Мы смеялись здесь, все члены жюри. Спасибо. Самое главное, вы жюри развеселили. Ну а сейчас мы послушаем Аину. Люана и Дмитрий, я хочу вас похвалить, особенно Дмитрия я хочу похвалить сегодня, потому что, несмотря на свою брутальность, на свою силу, вы показали действительно такой шуточный, такой саркастический номер. Он реально классный. Я думаю, что многие мужчины на самом деле боятся уколов. Это наши реалии жизни, и вы не побоялись сыграть именно в этот образ, показать, ну, немножечко такого мужчину, да? Вот. Полностью вошли в образ, Дмитрий, показали каждые жесты очень точно. Я чуть-чуть побоялась во время поддержки, что можете уронить Люану, но сильный Дмитрий удержал свою партнершу и все вывез. Это было классно, это было очень модно, это было очень весело и очень шуточно. Люана, спасибо тебе большое за постановку. Дмитрий в будущем еще точнее ножками. И с каждым разом реально ты становишься все лучше и лучше. Спасибо большое. Еще раз бурные аплодисменты. Ну, а теперь мы давайте проводим их вместе со всеми этими атрибутами. Можете и это забрать тоже, да? Максим, а можете ему и укол даже поставить? Люана, Дмитрий, идите сюда. Отличный танец. Я согласен с жюри. Действительно, многие боятся уколов и врачей, но я думаю, после такого номера половина мужчин выстроится в очередь к такому врачу, как Люана. Вот, если, конечно, укол такой не будет. Дмитрий, отдельно отмечу то, как действительно отдавался танцу Дмитрий. Мало кто заметил, но у него запотели очки. Это надо очень сильно волноваться и отдаваться так этому танцу. И он вообще не показал, стоит, половину зала не видит, кивает на звук, где жюри, туда кивает. Но я сам, как очкарик, понимаю, какая это проблема. И у вас группа поддержки за вас переживала, волновала, все очень. Переходим к ним. Я вижу, что у меня здесь Дмитрий Дмитриев, друг Дмитрия. Вот здесь, можно сказать, Дмитрий в кубе. Вопрос к вам такой. Я
Я вижу, вы тоже занимаетесь спортом. Вы, случаем, не вместе тренируетесь? Да, мы с Димой ходим в один зал, вместе тренируемся. Он тренер, а я так посетитель. Как он изменился? Давайте, откройте нам секрет. Как будто он на вас не смотрит. Да, я знаю, что вы участник прошлого сезона. Вот. Скромно об этом вы умолчали. Скажите, Дмитрий стал ли филонить? Стал ли он в зале заниматься меньше, отдаваясь при этом танцу на проекте «Танцуй»? Ну, безусловно, изменения есть. Он потерял уже массу мышечную, да, где-то 7 килограмм, говорит, жалуется. Но я думаю, что танцы любят изящность, и они отсекают все лишнее. Вот 7 килограмм, это, наверное, значит, были лишние, сейчас ты в хорошей, Дима, форме. И хочу сказать, что Дима — это прямое доказательство того, что мышечная масса и пластичность — вещи, которые могут быть совместимыми. И сегодня они тоже показали замечательный, веселый, задорный танец со сложными элементами, пируэтами. Я думаю, что жюри должно оценить это по достоинству. Какие отличные слова. Я думаю, кто, если не друг, скажет правду. С одной стороны, намекнул: Дима, что-то ты немножко раздрещарил. С другой стороны, сказал: какой ты изящный, какой ты изящный. Передаем микрофон Любови Ябловской. Я хочу спросить у вас, как у сестры Люаны, насколько вы волнуетесь за нее и насколько видите эту пару победителя проекта «Танцуй»? Безусловно, я очень волнуюсь, и я полностью уверена, что они войдут в тройку лучших. Двойку. А там, глядишь, и победят. Да, обязательно. Если она еще с таким уколом пойдет, я думаю. Когда узнали, что она пошла на проект «Танцуй», какие у вас были эмоции? Насколько Люана вообще, на ваш взгляд, хороший хореограф, и что она смогла сделать с Дмитрием? Я в ней полностью уверена, так как я у нее тоже занималась. Так. Может быть, мы вас возьмем на следующий сезон проекта? Хорошо. Мы поворачивались к нашим участникам, которые вообще всегда нас удивляют. Я напомню, что на первом самом нашем эфире Дмитрий был с гантелями. Какое преображение образа, да? Где-то он был Домиником Торетто с этим крестом. Я отдельно отмечу театральность Дмитрия, как он преображается из бодигарда, телохранителя, в гонщика. Теперь немножко в такого, чуть-чуть такой вот этот с очками паренек, который боится укола. Но я думаю, что все отметили и поддержку. Был сложный момент, да, был сложный момент. Я также отдельно хочу сказать, в кулуарах я узнал, что Дмитрий сегодня занимается с травмой. Он немножко это скрывает, но это настоящий мужчина. Поаплодируем ему. Он бицепс, по-моему, да, Дмитрий? Подержи. Всем здравствуйте. Сложно было войти в этот образ, или в тебе всегда был этот мальчик с очками? Честно сказать, меня заставили. Я очень старался, но Люана меня заставила войти в этот образ. То есть каждая наша отработка, я прям перед зеркалом дома стоял и пытался там испугаться. Это было тяжело, она большая молодец, честно сказать. Все благодаря ней. Но ты скромничаешь, ты тоже большой молодец, и жюри ты отметила, как ты преображаешься, да? Хочу спросить у Люаны, кому пришла идея этого образа, как вы представили, что все будет выглядеть именно так? Вы всегда уделяете много внимания деталям. У вас и тележка была с бинтами, и укол. На самом деле я думала о сюжете, потому что вот вначале мы показали инвентарь Дмитрия, да? Он приносил все с собой. На этот раз решила я принести все с собой. То есть я же врач, да. Но врачи уколы не ставят, мы все знаем, да, это все делает младший медперсонал. То есть я сейчас выступила в роли медсестры, принесла все с собой и решила изобразить такой номер. На самом деле он основан на реальных событиях, потому что вот я училась, у меня была практика, очень много мужчин боится. Они очень долго готовятся, хотя они сами добровольно приходят. Но настраиваются они долго. Решила сделать такой сюжет, шуточный, конечно, да, потому что вот такой шприц они на самом деле, возможно, себе представляют, хотя он выглядит очень маленьким. И феерический финал, я думаю, отметили все. Да, вот как сегодня 23 февраля, всех мужчин с праздником. Кстати, да. Военно обязанные мы тоже. Как будто, правда, Дмитрий пришел в военкомат к врачу и начал волноваться, конечно. Поэтому хотим поздравить всех, то есть вы выглядите очень сильными, вы сами очень сильные. Каждый является человеком, у каждого есть свои страхи внутри. Это не означает, что мы кого-то за это любим меньше.
Пожелаем, еще раз поблагодарим нашу пару. Будем ожидать, какой же образ они примерят в следующий раз. И я передаю слово Оле. Спасибо. Давайте мы посмотрим, какие оценки поставили наши члены жюри. Начнем с вас, Владимир. Ну что ж, смех и радость принесли людям. Спасибо. 9 баллов. Прошу, Анастасия. Ну да, у нас танцевальный конкурс. Тоже у нас 9 баллов, но это очень хорошая оценка. А теперь Павел. 9. Замечательно. И Аина 10. И у нас снова 37 баллов. Ну что ж, дорогие друзья, давайте еще раз поаплодируем нашей зажигательной паре. Ну, а я хочу напомнить, что нашим партнером является Капитал медицинское страхование. Здоровье – это бесценный ресурс, основа основ полноценной и счастливой жизни. Полис ОМС – это бесплатная медицинская помощь по всей Российской Федерации. Спокойствие за будущее, доступность. Оформить полис ОМС просто и абсолютно бесплатно. Дорогие друзья, оформляйте полис ОМС, достигайте своих целей. Реализуйте мечты, наслаждайтесь каждым моментом вместе с полисом ОМС от Капитала медицинское страхование. Ну а вас ждут по адресу город Якутск, улица Курашова, дом 22. Ну а мы переходим далее, дорогие наши телезрители, дорогие друзья. У нас следующая пара уже торопится выйти сюда на наш танцпол, но не забываем про голосование. Отправляем смс с кодовым словом «Танцуй», пробел и номер вашей любимой пары. Ну а я хочу представить вам следующую пару под номером 4. Встречаем Баев Алексей и Анжелика Данилова. Бурные аплодисменты. Ну а танец у нас немножечко с грустинкой, ведь он называется «Расставание». Внимание на экран. Здравствуйте, меня зовут Баев Алексей Эдуардович. Работаю в коррекционной общеобразовательной школе-интерната номер 34 города Якутска на должности учителя адаптивной физической культуры. Состою в Лиге отцов республики, участник боевых действий. Имею медаль за воинскую доблесть. На проект пришел в том году, наблюдал и в этом году решил принять участие. Меня зовут Анжелика. Я хореограф проекта «Танцуй». Танцами я занимаюсь 40 лет. Я исполнила свою мечту и продолжаю обучать таких же женщин, как и я, танцам. На проекте я хореограф Алексея. Алексей очень дисциплинированный молодой человек, очень хорошие качества мужские у него, и с ним мне очень легко работать. Самое главное, у нас с ним музыкальное направление, одно видение музыкального направления. Утомленное солнце нежно с морем прощалось. В этот час ты призналась, что нет любви. Мне немного взгрустнулось, без тоски, без печали. В этот час прозвучали слова твои. Расстаемся, я не стану злиться. Виноваты в этом ты и я. Утомленное солнце нежно с морем прощалось. В этот час ты призналась, что нет любви.
не стану злиться. Виноват в этом ты и я. Утомленное солнце нежно с морем прощалось. В этот час ты призналась, что нет любви. Это настоящий роман, написанный телом. Это драма, сыгранная в ритме музыки. Это притча, рассказанная через пластику. Дорогие друзья, дайте еще аплодисментов нашей замечательной паре. Ну а сейчас мы послушаем комментарии наших членов жюри. Прошу вас, Анастасия. Ну, название нашего танца – это «Расставание», да? Да. Да, вот. Ну, так как сегодня у нас тема сюжетная хореография, да, постановка танцев, немножко мне не хватило вот развития истории какой-то, да, либо в конце, либо в начале. Не хватило мне, чисто вот проходка, ходьба, и, ну, надо было больше раскрыть. Может, времени не хватило, конечно, этот момент мы тоже понимаем, да. Но, к сожалению, сегодня так. Музыка прекрасная просто. Тема, она, конечно, тем более год, юбилейный год Победы в Великой Отечественной войны, да, очень, я знаю, что многие организации готовятся к этому году, даже мы готовимся, мы поем хором, преподаватели в институте. Вот, ну, раскрыть, надо было раскрыть. Спасибо. Большое спасибо, Анастасии. Давайте мы послушаем Павла. Да. Ну, я тоже, наверное, буду повторяться. Нету сюжета. Просто, это, знаете, вот как вот игра на гитаре, когда вот есть 3 аккорда, и вот мы вот по этим 3 аккордам играем. Да, даже вот обычно в игре на гитаре на 3 аккордах есть модуляция, то есть там, ну, тональность меняется. Тоже надо было что-то поменять. Как-то, ну, не хочу так говорить, но, наверное, придется. Ну, как-то вот неинтересно, понимаете? Вот как-то я не вижу огня в глазах. Вот это же все-таки, это танго, и надо было как-то... Мне просто вот один вопрос. Алексей, скажите, вам нравится танцевать вообще или нет? Ну, честно, вы уж меня простите, пожалуйста, но как-то я не вижу вот такого вот желания, я не вижу попыток, что вы что-то меняете, понимаете? Вот по предыдущим участникам я вижу, как они меняются, у них какое-то, что-то какое-то, у них тоже что-то не получается, но они ищут, понимаете? А мне кажется, что вы уже нашли, поэтому, понимаете, извините. Спасибо. Владимир. Я думаю, что для меня настал момент, чтобы вспомнить о сегодняшней дате и через Алексея поздравить всех настоящих защитников Отечества с сегодняшним днем. С Днем Защитника Отечества, с этим праздником, который уже не первый век в нашей стране отмечается под разными названиями, но всегда в честь тех, кто на передовой защиты нашей Родины. Что касается танца, конечно, я не могу поспорить с хореографами, с профессионалами и со своим видением тоже, и поэтому тоже согласен по поводу самой главной претензии – это отсутствие сюжета. Сегодня у нас заявлены сюжетные танцы на всю программу, поэтому это было бы главным условием. Ну что ж, я себе галочку поставил и отмечу это потом с помощью таблички. Спасибо огромное. Аина, прошу вас. Анжелика, Алексей, мне кажется, что вы расклеились. Мне кажется, что вы расслабились. Я знаю, что у Алексея травма, поэтому желаю Алексею скорейшего выздоровления, восстановления. Может быть, из-за этого, да, вы такое название многообещающее. Сегодня сюжетная программа. У вас такие костюмы замечательные, тему классную выбрали, приурочили к 23 февралю. А по делу как бы танца так такового, к сожалению, нет. Сюжет не раскрыт,
драматургия не раскрыта, ни кульминации, ни начала, ни концовки танца, к сожалению, нет. Возможно, это из-за травмы Алексея вы решили так мягко, лайтово съехать с темы. Но, тем не менее, я вижу, что Анжелика и Алексей, вы наслаждаетесь проектом, наслаждаетесь друг другом, наслаждаетесь этим временем. Это очень классно, это очень позитивно, но танцевать надо. Это танцевальный конкурс. Хорошо? Это не конкурс наслаждения. Поэтому спасибо вам большое. Надо танцевать. Спасибо нашему жюри. Ну что ж, провожаем вас к Максиму. Он вас ждет. Алексей, Анжелика, проходите сюда. Отличный танец. Вот. Вас поддерживает уже ваша группа поддержки. Действительно, танец патриотический. Я могу сказать, что он актуальный в честь праздника. К вам пришли, значит, вас поддержать родные и близкие. Я знаю, что здесь есть ученицы Анжелики. Это Елена Бережнева и Валентина Степанова. У меня к вам вопрос сразу. Я видел, как они волновались, Анжелика, за тебя, как они переживали. Вот, наша учительница там, да как так? Когда жюри, не знаю, справедливо или несправедливо, начали вас критиковать, они прямо так, да как? Чуть ли не кулаки там кусали. И вопрос у меня к вам сразу такой, Елена. Насколько Анжелика является для вас хорошей учительницей и как она смогла вам передать свою любовь к танцу? Добрый вечер. Во-первых, я хочу всех мужчин, Алексея и всех военнообязанных поздравить с таким хорошим праздником, с Днем Защитника Отечества. Пожелаем им крепчайшего здоровья, мира и добра. А так, мы у Анжелики занимаемся 2-й год, мы считаемся себя новичками, но за 2 года столько танцев мы станцевали, столько выучили. Вчера вот этот танец мы тоже танцевали. И... То есть Анжелика привлекла вас, пока тренировалась, и вместе вы этот танец продумывали, можно сказать, да? Да, ну получается так. Вариант. Друг друга поддерживали. И, пользуясь случаем, хочу сказать Анжелике спасибо огромное, так как она нашу группу влечет в мир танца. Благодаря ей у нас такое есть хорошее, любимое хобби, увлечение, занятие. Валентина, вопрос к вам такой. Как вы думаете, справедлива ли была критика со стороны жюри? Ну, сегодняшний танец, как все сказали, патриотический, как подстать ко Дню Защитника Отечества. Ну, то, что сказали судьи, что нету сюжета, относительно, конечно, других предыдущих танцоров, там было и не было и поддержки, как у них, конечно, может быть, и не было сюжета, но главное, что танец был выполнен от души, и Анжелика, думаю, вкладывает в каждый свой танец частичку своей души, не только технику выполнения. Так, ну и все. Хочу спросить у Юлии Баевой, у сестры Алексея. В тот раз было 2 сестры, я думаю, вторая сейчас также волнительно сидит перед экранами, болеет за брата. Как ты думаешь, все ли удалось у Алексея, насколько сильно изменил его проект «Танцуй»? Ну вот, например, сегодняшний танец, если оценивать, то из-за травмы, да, он переживал. На соревнованиях, насколько да, я знаю, да? Да, вот, переживал очень сильно. А так, я знаю, что он вообще, когда ему предложили танцевать в «Танцуй», он вообще ходил воодушевленный, радостный такой по дому. Еще звал нас танцевать в этот проект. Поэтому, ну, как бы он горит этим проектом, он хочет участвовать в нем, и я не вижу ничего в этом плохого. Это отлично. Я думаю, что он сдерживает в себе настолько сильно этот огонь, что и члены жюри увидели это и подумали, что он, да, что он просто немножко расслабился. Можно действительно под руководством опытной Анжелики, да, Алексей больше чувствует себя уже в танцах хорошо. Вопрос к тебе, Алексей. Как участие в проекте «Танцуй» изменила вот твой танцевальный ритм? Ходишь ли ты по дому с танцами? Или, может быть, я знаю, ты учитель, может быть, между рядами пар ты идешь вот так полубоком. Как-то изменилась твоя походка, твое поведение? В школе я не танцую, больше с сыном дома. Как бы там после работы танцуем, веселимся с ним. В футбол играем, там я на воротах стою, там подтанцовываю. Вот. Поэтому
принципе, танцуем, но дома. На работе все-таки это работа в первую очередь. Хорошо, вопрос посложнее. Как ты думаешь, сегодня жюри все правильно сказала вам? Критика прозвучала? Или все-таки ты думаешь, что травма не дала тебе полностью раскрыться? Не, жюри все правильно сказала, по факту. Но все равно травма дает о себе знать, но акцент на этом ставить тоже неправильно, с одной стороны, потому что танцуем, и, ну, получилось, как получилось. Угу. Анжелика, вопрос к вам. Сюжет был навеян праздником, или вы давно планировали на одном из эфиров ввести вот такие костюмы и такой танец? Нет, это буквально вчера произошло. Вот, получается, у нас был час встречи, да, с ним, когда я узнала о травме, и мне надо было срочно переделать танец, да, потому что до этого у нас уже полтанца было готово, там было партерное, поддержки тоже мы уже там как бы репетировали, да, ну такой более в другом ритме, ну, как бы, да, в стиле. Но в связи вот то, что с ним произошло, я поняла, что я не буду брать ответственность, да, как говорится, здоровье оно превыше, вот, на первом месте, да, и сын, в первую очередь, да, который может меня поругать, вот, и мы вот буквально вчера и сегодня еще вот здесь встретились и порепетировали, и все, вот. Жюри, все справедливо, я к критике очень хорошо отношусь, даже, ну, как бы, ну, что есть, то есть. Вот, все, реально. Аплодисменты нашим участникам. Отдельно еще также отмечу скромность Алексея, который решил сегодня не надевать все свои медали. А я знаю, что он как раз является защитником нашей Родины и имеет множество медалей. Аплодисменты ему, как настоящему герою. Он очень скромно сегодня, без медалей. Оля, слово тебе. Спасибо, Максим. Давайте мы узнаем, какие же оценки поставили наши члены жюри. Начнем с вас, Анастасия. Прошу. 8 баллов. А сейчас посмотрим, какой же балл нам поставит Владимир. Только вперед. 9 баллов. Супер. Павел, прошу. 7 баллов. Ну и Аина. Спасибо. Общий балл у нас 32. Замечательно. Давайте еще раз проводим аплодисментами нашу пару. И мы продолжаем далее и встречаем здесь на танцполе пару под номером 5. Это у нас Рональд Амока и Розалия Волкова. Ну а, дорогие телезрители, мы не забываем голосовать. Отправляем смс. Кодовое слово «Танцуй», пробел и ваша любимая пара. Ну а танец у них называется, тоже немножечко грустное название, «Потеря близкого». Давайте повстречаем. Здравствуйте, меня зовут Амоко Рональд Андевуко, я из Уганда, я приехал в Якутск в 2022 году. Я студент СУФУ, я в мединституте, лечебное дело. У меня 27 лет, я танцор, и я тоже актер. Я приехал в этот проект, потому что мне интересно, и я хотел знать больше о якутской культуре. So, я видел, этот проект будет лучше, поэтому. Меня зовут Волкова Розалия, я являюсь участником проекта «Танцуй» в качестве хореографа. Я занимаюсь танцами около 15 лет. Я сама директор школы танцев «Премьера», ну, художественный руководитель. Вот, преподаю детям. Мой партнер Рональд. Ну, мы с ним как бы нашли общий язык. Языковой барьер, наверное, немножко мешает, но в принципе мы друг друга можем понять за счет как бы движения тела, да. В основном в танце используется только счет, поэтому особо это не мешает.
Merekide tos, i-o, i-o, i-o. Merekide tis, i-o, i-o, i-o. Merekide swats, i-o, i-o, i-o. I-o, i-o. Merekide tro, i-o, i-o, i-o. Tredagame swits, i-o, i-o, i-o. Talagamo swits, i-o, i-o, i-o. I-o, i-o. Kineu bergerat, kineu bergerat, kineu bergerat. Oh, 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 oh. Kineu bergerat, kineu bergerat, kineu bergerat. Ваш танец – настоящее искусство. Это история, которая заставляет затаить дыхание. Дорогие друзья, давайте еще подарим аплодисменты нашей очаровательной паре. И, конечно же, послушаем комментарии наших членов жюри. Давайте начнем с вас, Павел. Мне очень понравилось. Такая вот драматическая наполненность вот у Рональда. Какая-то вот что-то внутри, что-то есть у человека. Да? Вот он пытается это раскрыть. Я прямо вижу, что вот что-то у человека есть. И вот когда вот он танцует, теперь, короче говоря, мне хочется увидеть его улыбающимся, уже в веселом номере, что-то другое. Вот это мне зашло, вот этот номер. Интересные художественные решения, постановка, игра со светом. Интересно. Меня тронуло. Мои струны души хорошо играют. Спасибо вам большое. Спасибо огромное за такой замечательный комментарий. Давайте послушаем Анастасию. Да, я тоже повторюсь. Мне в этом номере полностью очень понравился Рональд. Его исполнение, его наполненность. Вот, даже если была музыка со словами, да, это не мешало абсолютно, потому что я чисто сидела и вглядывалась, и мне хочется еще раз посмотреть этот номер. Спасибо, Розалия, за то, что сделали такой очень красивый номер и выделили своего партнера, участника проекта. Спасибо. Спасибо большое. Давайте послушаем комментарии Владимира. Не могу не отметить также драматическое выступление в этом прекрасном номере.
обоих танцоров, и Рональда, и Розалии. Я погрузился в эту атмосферу, за что вам спасибо, потому что это самое важное в таком деле. Главное же не ручки, ножки, а именно погружение. Все вместе, музыка, свет, ваши чувства, ваши движения, все это заставило прочувствовать эту атмосферу. Вы прекрасно справились с этим номером. Он был наполнен не только эмоционально, но и хореографически он мне понравился. Мне нравится, когда берут непростые темы, когда работают непростыми движениями, когда не все читается с первого раза, с первого полувзгляда, когда все немножечко сложнее, как у вас. Спасибо. Спасибо огромное Владимиру. Давайте послушаем Аину. К сожалению, в своей жизни я очень часто теряла своих родных и близких. Этот номер меня очень тронул. Ну, реально меня тронул. Видеоряд был классный. И вообще, на самом деле, да, я думаю, что... Лексика интересная была. Да, очень прям. Когда человек теряет близкого, я думаю, что наши все родные и близкие, они являются ангелами-хранителями нашими. И всегда нас оберегают, защищают и дают нам надежду. Поэтому спасибо большое за этот номер. Реально классный номер. Сейчас соберусь. И такая предыстория, да, как сиквел получился в прошлый раз. Рональд все-таки как будто бы убил Розалию, а сейчас как будто бы вот ее душа пришла к нему, как будто бы, да. И на самом деле номер меня очень тронул. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Ну, дорогие наши, мы вас провожаем к Максиму. Рональд, Розалия, команда Ороро, которую я так назвал. Я видел, да, вот вас поддерживает ваша группа поддержки. Я видел среди ваших болельщиков также плакат с Ороро, они почему-то его убрали. Фраза ушла в народ. К вам мы еще вернемся. Пока немножко отдышитесь, я повернусь к тем, кто пришел вас поддержать. Настолько много людей поддерживают Розалию, что у меня здесь Ирина Винокурова и Наталья Мельник. Это подруги, мамы Розалии, которые пришли, значит, за нее поболеть. Вот, вопрос к вам, Ирина. Насколько вам понравился танец и насколько вы болели за Розалию? Я видела, как вы волновались и следили за ее танцем. У меня всем привет, у меня ком в горле от увиденного. И, во-первых, я хочу сказать спасибо организаторам, что даете уникальную возможность всем участникам этого проекта, что здесь они открывают свои таланты. А про танец удался на все 100. Вообще, это вы не просто танцевали, а рассказали целую историю. Я вообще всегда волнуюсь, когда смотрю на своих близких, на своих знакомых. Поэтому я хочу сказать Розе, что ты настоящий профессионал. Ты наша душечка, нежность, сама грация. Ты можешь любого человека научить танцу. А Рональду я хочу сказать, ты настоящий пример того, что искреннее желание и трудолюбие могут привести к такому результату. Поэтому, ребята, дерзайте, мы болеем за вас. И, наверное, зрители тоже оценили ваш танец. Поэтому супер, круто. Наталья, как вы думаете, члены жюри сейчас будут оценивать, каковы шансы у этой пары пройти дальше? Каждое выступление Розалии и Рональда, оно просто завораживает. Это каждый раз новая интересная история. И мне кажется, что это одна из лучших пар, которая достойна победы. Мы в вас верим, ребята, мы вам желаем победы. Отлично, спасибо. Я хотел бы услышать мнение друга Рональда, Филга Кюртела. Филга, скажи, пожалуйста, ты уже не первый раз приходишь к нам поболеть. Насколько изменилось поведение Рональда? Может быть, он танцует чаще, может быть, он говорит, обязательно все там, включайте проект «Танцуй». Что ты думаешь об этом? Ну, я могу говорить только, что если я могу делать сравнение, сегодня могу делать в прошлый раз, и сегодня есть улучшение. И просто желаю успехов. Спасибо, спасибо. Вот. Хотелось бы обратиться к нашим участникам. Скажите,
сначала к Рональду. Рональд, я замечаю отсюда, я стою здесь, я не так профессионален, конечно, как наше жюри прекрасно. Я вижу, как ты открываешься действительно. Я вижу, как ты все более эмоционально ведешь. Это на тебя так влияет Роза? Или в целом ты понял, что ты танцор? Как я сказал в этом интервью, я актер. So, я знаю, как показывают эмоционально, потому что там, как вы видели, я... Все больше открываешься. Аплодисменты Рональду. Я вижу, как Роза за него переживает. Она ему тоже здесь подсказывает. Я хочу спросить, Роза, по сравнению с первым нашим самым выпуском, стало ли проще находить тебе с Рональдом общий язык? И насколько получилось сделать из него танцора за эти выпуски? Да, стало попроще, потому что мы уже друг друга узнали. И я нашла к нему подход определенный. Поэтому, да, стало намного проще работать. Лучше, чем нежели когда вы в первый раз друг друга видите, да, и я вообще не понимаю, что он говорит, он не понимает меня, что я говорю. А так, я на самом деле подучила английский язык. Да. Да, есть плюс у этого. Я считаю, что да, что я способствовала тому, как Рональд растет. А он растет, действительно растет, очень быстро. Мои дети, посмотрите на этого мужчину, как он быстро растет. Вот. Ну все, да. Ну я горжусь им. А идея этого чудесного, нежного танца, наверное, тебе пришла в голову? Расскажи, как ты вот ее увидела. Нет, это мне не пришло в голову. Это, скажем так, на реальных событиях основан танец. И вот ты его положила, вот сюжет на танец. Отталкиваясь от музыки, да. Мы увидели чудесный танец, поддержим эту пару. Я думаю, что они дали эмоции танцу, и сейчас мы узнаем, волнительный момент, мы узнаем, что скажет члену жюри. Я передаю слово Оле. Спасибо. Давайте посмотрим оценки. Начнем. Давайте с Владимира. Без сомнений. Это самый высокий балл 10. Ну а теперь, Анастасия, прошу вас. Снова 10 баллов. Замечательно. Павел. 10. И Аина? Конечно, 10. 10 баллов. Максимальный балл у нас 40. Ну что ж, друзья, давайте еще раз мы поаплодируем этой замечательной паре. Номер был просто супер. Дорогие наши телезрители, мы ненадолго прервемся с вами. Ну а далее мы снова ждем вас у экранов.
выступили танцевальный ансамбль «Гулун», художественный руководитель, заслуженный работник культуры России Любовь Никитина. Дайте еще аплодисментов, друзья. Ну что ж, давайте мы снова поприветствуем все наши танцевальные пары. И пара под номером 1 Айталина Яковлева и Альберт Никитин. Все пары выходят. Еще раз их поприветствуем. Все пары, давайте выходим на наш танцпол. Ваши аплодисменты, дорогие наши телезрители. Пара под номером 2 Ирина Рассекина и Афанасий Калачев. Пара под номером 3 Дмитрий Шаталов и Люана. Ну а следующая у нас пара под номером 4 Алексей Баев и Анжелика Данилова. И пара под номером 5 Рональд Амоко и Розалия Волкова. А теперь, дорогие друзья, настает самый волнительный момент сегодня в нашей передаче на проекте «Танцуй». Мы узнаем, какую пару, точнее, какие пары, я немножко развею туман здесь, наше сегодняшнее многоуважаемое жюри считает слабыми. И у нас есть 3 пары с небольшими баллами. Ну как, отрыв не такой уж и разительный, но мы сейчас их назовем. Пара под номером 4 Анжелика Данилова и Алексей Баев. 32 балла. Пара под номером 3 Люана Иванова и Дмитрий Шаталов. 37 баллов. И пара под номером 2 Афанасий Калачев и Ирина Рассекина. 37 баллов. Но это то, что решила наше уважаемое жюри. Ну а мы напоминаем, что пары, набравшие наименьшее количество баллов от членов жюри, становятся пока лишь кандидатами на вылет. А кто останется на проекте, все же решают наши телезрители. Дорогие друзья, внимание! Смотрим на экран. Сейчас мы узнаем, что решилось по итогам СМС-голосования. Совпадает ли мнение жюри со мнением наших телезрителей? Волнительно. Так, низкие баллы у Алексея Баева и Анжелики Даниловой. Поаплодируем этой группе смелой, которая сегодня пристала в патриотическом образе. И я сейчас предоставляю им слово. Алексей, Анжелика, что вы испытываете, какие эмоции, какие чувства? Пожалуйста. Благодарность, только благодарность. То, что вы пригласили нас на проект. Желаю тоже участникам, да, также продолжать трудиться. Вот. Все, спасибо. Хотелось в первую очередь пожелать остальным участникам удачи, потому что все достойные, все большие молодцы. Рональд, давай, держись. Алексей, Анжелика, от нашей передачи вам букет. Мне кажется, вы заслужили эти аплодисменты. Давайте еще больше поаплодируем нашей паре. К сожалению, они сегодня покидают наш проект.
Ну что ж, Максим, я думаю, настал момент попрощаться с нашей парой. Давайте же мы все обнимем нашу вперед, пару. Да. Попрощаемся с ними, потому что дальше они не конечно будут же. продолжать участие в проекте «Танцуй». Увидимся в следующее воскресенье. Вот такие эмоции сегодня. И действительно, патриотическая пара, смотрите, все с ними прощаются. Мы можем вспомнить, что их название «Символическое прощание» действительно сыграло. Немножечко они предсказали, что вот так закончится сегодняшняя передача. И увидимся, ребята, в следующее воскресенье. 2 марта мы уже будем снова с вами на телеканале Якутия-24. Спасибо огромное, благодарим вас за ваше внимание. Танцуйте. Танцуем вместе с нами. Танцуют все.